Казахстанская власть впервые признала, что именно чиновники причастны к отключению интернета в стране. Министр информации Даурен Абаев никакой проблемы в этом не видит. Я не видел в этом большую проблему, но я заметил проблемы в некоторых местах. Это надо признать. Столкновение сельских жителей с милицией в Узбекистане. В МВД заявляют, что граждане сами накинулись на милиционеров, которые пришли предупредить о сносе их домов. На кадрах видно, что это не так. Просим у президента выслать сюда своего человека. Пусть разбираются в нашей ситуации. Сим-карты в Таджикистане можно перерегистрировать на паспорт нового образца до середины февраля 2022 года. Почему власть пошла на попятную? Нет смысла брать новый паспорт. Только для того, чтобы поменять или перерегистрировать сим-карту. В прямом эфире информационная программа «Настоящее время Азия» в бишкекской студии. Я Шавкат Тургаев. Здравствуйте. В Казахстане снова начались блокировки интернет-ресурсов. На этот раз больше всего проблем было у пользователей мессенджера Telegram. В минувшее воскресенье перестали работать ряд новостных порталов. Власти называют это техническим сбоем, а правозащитники и некоторые издания уверены, речь идет о некой репетиции на случай очередных гражданских волнений. Шолпан Разбекова продолжит. В конце минувшей недели в соцсетях вновь поднялась волна возмущений, вызванная очередными перебоями в работе интернета. Социальные сети заполонились слухами. Некоторые СМИ не забыли упомянуть последние посты внука первого президента Айсултана Назарбаева. Чиновники же настаивают, ничего страшного не произошло, лишь небольшие технические перебои. Я не видел в этом большую проблему, но я заметил проблемы в некоторых местах. Это надо признать. Но технические ли это проблемы, нужно спросить у профильных ведомств. Однако после волны возмущений в социальных сетях на странице пресс-секретаря президента Касым-Жомарта Токаева появилась публикация. Глава государства поручил восстановить работу всех информационных ресурсов. Хотя сам президент находился в рабочей поездке в Германии. Убедить население, что это просто технические неполадки, властям не удалось. Друзья, а интернет заработал после приказа президента? Последние дни интернет в Казахстане трясло. Насколько понял, кроме Телеграма умудрились заблокировать не только YouTube, но и все сервисы Гугла. Сам испытывал неудобства с почтой Gmail. Правду не заблокируете, написала министру информации с просьбой взять под защиту открытую дискуссию на тему трагедии в Масанчи. Сегодня несколько специалистов, в том числе и я, начали видеоконференцию на эту тему. Сразу после начала нам заблокировали скайп-студии. Такую реакцию легко объясняет юрист фонда «Адельсось» Тамара Симахина. Именно несвоевременное предупреждение населения о сбоях в интернете людей попросту злит. Все это является нарушением прав человека, отмечает Симахина. Каждая блокировка, которая происходит, это незаконное ограничение казахстанцев на право получения и распространения информации. И когда вдруг мы не имеем доступа, и мы не понимаем, почему это происходит, и никто не предупрежден о том, что по такое время будет ограничение, то это порождает слухи, замешательство и нервозность. А вот правозащитница Бахыджан Турегожина уверена, блокировки интернета вновь начались из-за предстоящих митингов, выйти на которые призывает критик власти Мухтар Аблязов. По всей видимости, наши горе-специалисты из киберполиции решили сузить, чтобы не получать так определенной критики и претензии в свой адрес, они решили только заблокировать телеграм-канал, по которому фактически сейчас работает так называемый запрещенный ДВК, и они готовятся к митингу 22 февраля. К сожалению, наши власти нервозно реагируют только на инициативы господина Аблязова. Напомню, блокировки интернета, как правило, происходят в день митингов, а также во время прямых эфиров Аблязова в YouTube, Фейсбуке и телеграм-чатах. Чаще всего это происходило в вечернее время. Шолпан Разбекова, Павел Энкельгард. Настоящее время Азия, Казахстан. Казахстанский политолог Димаш Альжанов считает, что решение блокировки интернета, доступа к сайтам и сервисам принимается высшим руководством страны. Давайте с того исходить, что это автократия. И как любая автократия, которая не подконтрольна обществу и в которой власть узурпирована в руках первого президента, ну и его команды, то, естественно, они могут принимать такие решения. И это не первый случай, когда власти тестируют или, возможно, опробуют свои способности полностью отключать интернет и важные сервисы, включая VPN и так далее. Поэтому здесь достаточно очень много идет спекуляций, кто, кем и как это было сделано. Важно понимать одно, то есть эти решения принимаются на самом высоком уровне, включая первого президента, включая второго,
который также является членом Совбеза, и, естественно, через Карима Масимова, главу Комитета национальной безопасности. По мнению Димаша Алижанова, подобного рода блокировки интернет-ресурсов будут продолжаться в Казахстане до тех пор, пока власть не будет подотчетна обществу. Как и в контексте вообще всего противостояния или борьбы за права и свободу в этой стране, подобная практика может прекратиться только тогда, когда правительство будет поставлено под отчет обществу, когда будет своего рода система разделения властей или внутренних сдержек противовесов внутри системы, когда подобные решения будут иметь достаточно серьезные политические последствия, принимаемые, если они будут приниматься теми людьми, которые находятся у власти. Пока мы не добьемся этого, подобная практика будет периодически повторяться. Поэтому для общества необходимо иметь здравомыслие, не уходить в спекуляции о том, то есть сейчас власти очень хорошо спекулируют и манипулируют обществом. Вы сами отметили о том, что растиражировали заявление Токаева, что он распоряжается подключить. Но это действительно абсурд. И с этим надо бороться. И это, наверное, потребуется какое-то время постепенно понять и прийти к пониманию, что только смена режима, смена власти и сменяемость власти через демократические механизмы может гарантировать или уберечь общество от подобных ситуаций. В Сурхандаринской области Узбекистана произошел конфликт между местными жителями и сотрудниками правоохранительных органов. В МВД утверждают, что милиционеры, пришедшие предупредить людей о сносе их домов, были избиты местными жителями. В пресс-службе УВД заявили, что жители квартала Халкобот оказали жестокое сопротивление. Некоторые люди нападали на сотрудников милиции с палками, топорами и лопатами. Однако на распространенных в соцсетях кадрах видно, как сотрудники правоохранительных органов сами провоцируют конфликт. Милиционеры, задержав несколько людей, насильно ведут их в сторону автобуса среди задержанных. По крайней мере, один пожилой человек, которого просто волокут по земле. Эта картина, видимо, и вывела людей из себя, и они набросились на милиционеров. По информации властей, в результате этого инцидента пострадали 2 милиционеров и 1 местный житель. После стычки с милиционерами в Алтынсайском районе были арестованы по меньшей мере 6 человек. 14 февраля, когда члены рабочей группы выехали по вышеуказанному адресу, выяснилось, что 3 гражданина вселились в самовольно построенные дома. Когда было разъяснено, что незаконно построенные дома будут снесены рабочей группой, собравшиеся ранее граждане оказали сопротивление представителям власти и сотрудникам ОВД. Версия жителей расходится с заявлением властей. Собственники участков утверждают, что ныне оспариваемые чиновниками земли они получили от предыдущего главы района с соблюдением всех законных процедур. У них есть даже официальное решение, которое они заверили в Республиканском реестре документов. Для возведения садовых участков и домов люди взяли большие кредиты в банках и даже начали строительство. А недавно назначенные чиновники стали предъявлять претензии. Новый глава района через местную прокуратуру аннулировал документы и начал сносить уже возведенные дома. Пусть мне вернут потраченные 60 миллионов суммов, 30 соток земли. Пусть дадут в другом месте. Я согласен и на это. Вон те 3 построенных дома, которые имеют все разрешительные документы, отделят от спорных участков. На нас давит глава района Алишер Джумаев, прокурор Туран Бердиев, глава кадастровой службы Джасур Бобомуродов и начальник милиции. Пусть в отношении них примут меры. Просим у президента выслать сюда своего человека. Пусть разбираются в нашей ситуации. В Узбекистане впервые за 15 лет высокопоставленный чиновник прокомментировал андижанские события 2005 года. Заместитель генпрокурора республики Светлана Артикова в интервью местному интернет-изданию kalamper.uz призналась, что 13 мая 2005 года правительственные войска открыли огонь по мирным жителям. Артикова, не называя конкретных имен, рассказала, что некоторые чиновники, ответственные за расстрел мирных жителей, были привлечены к уголовной ответственности. По ее словам, некоторые из них отсидели уже свои сроки и вернулись к привычной жизни. Стоит отметить, что до сегодняшнего дня официальный Ташкент заявлял, что мирные демонстранты были убиты не правительством, а вооруженными боевиками. Я напомню, только по официальной информации, распространенной правительством Узбекистана, во время андижанских событий погибли 187 человек. Эти данные многие очевидцы подвергают сомнению и заявляют, что те дни в Андижане были убиты сотни, а возможно и тысячи человек.
За сокрытие симптомов коронавируса в Китае теперь может грозить смертная казнь. Распространение заболевания там приравняли к уголовному преступлению. Об этом сообщила газета Beijing Daily со ссылкой на заявление суда в Пекине. Тем временем количество случаев заражения в стране снижается. Дарья Тимофеева с последними новостями. В то время сложилась такая ситуация. Те люди, которые... Пока развлекательные центры и спортзалы закрыты, в Китае набирают популярность онлайн-тренировки. Более 60 миллионов человек сегодня находятся на карантине. В основном это жители провинции Хубэй, эпицентра заражения коронавирусом. Там ситуация остается критической. Людям запрещено без необходимости покидать свои дома. В целом по стране отмечена тенденция снижения заболеваемости. Более 1500 человек были выписаны из больниц за прошедшие выходные. Мир, безусловно, ценит все усилия Китая. Мы ценим храбрость и мужество китайских медицинских работников, которые продемонстрировали исключительный профессионализм перед лицом опасного вируса. Одной из новых мер противодействия эпидемии стало введение в КНР уголовной ответственности за сокрытие симптомов заболевания. Проступок приравняли к созданию угрозы общественной безопасности. Суд Китая предупредил, если утаивание приведет к чьей-то гибели, это грозит тюремным сроком от 10 лет, в отдельных случаях смертной казнью. Отказ от лечения чреват лишением свободы на 3 и более года. 2 недели заложниками эпидемии остаются пассажиры круизного лайнера Diamond Princess. С 3 февраля судно стоит на карантине возле порта Йокогама в Японии. Число заразившихся коронавирусом пассажиров достигло 335 человек. Накануне гражданам США разрешили покинуть судно для эвакуации на родину. Тем временем Туркменистан наращивает обороты в торговле с Китаем. Ашхабад продал соседу 1 миллион медицинских масок на $200 тысяч. Напомню, в КНР с начала эпидемии острый дефицит этих средств защиты. Ряд государств уже направляли туда маски в качестве гумпомощи. Сегодня по всему миру насчитывается более 70,5 тысяч зараженных коронавирусом. Жертвами COVID-2019 стало 1770 человек. Дарья Тимофеева, Азат Антымаков. Настоящее время Азия. Вот у казахстанских студентов, эвакуированных из Китая, коронавирус не обнаружен. Накануне их всех выписали из столичного многопрофильного медицинского центра после 14-дневного карантина. Как чувствуют себя студенты сейчас и что планируют делать дальше, об этом расскажет Ернур Дозжанов. Диагноз отрицательный. После 2-недельного карантина 89 студентов вернулись домой. Ни у кого смертельного вируса врачи не обнаружили. Сегодня эвакуированные из Китая казахстанцы впервые пообщались с журналистами. Впечатления у всех разные. Кто-то после всей этой истории решил не возвращаться в Китай после снятия карантина. Некоторые же наоборот, намерены, несмотря ни на что, вернуться на учебу. Есть часть, которым родители сказали, что давай лучше мы тебя переведем в Казахстан, закончишь, останешься здесь. Другие студенты хотят вернуться в любом случае, несмотря на всю эту эпидемиологическую ситуацию. И поэтому это уже нужно смотреть индивидуально на каждый случай. Насчет всех ответить не могу, но сама лично я, конечно же, желаю вернуться, как только откроют границы. Если со студентами разобрались, то теперь опасения у Минздрава вызывает состояние 4 казахстанцев, застрявших на круизном лайнере в Японии. Медики точно не знают, подхватили ли они коронавирус или нет. Пока граждане на здоровье не жалуются. Да, у нас с ними связь есть. Постоянно переговаривается наш представитель. По WhatsApp они переписываются, узнают их состояние. Ну, конечно, им тяжело, потому что это замкнутое пространство. Дальнейшая судьба 4 казахстанцев на круизном лайнере станет известна 19 февраля. В этот день борт должны снять с карантина, и наши граждане сдадут все необходимые анализы. Переходим к новостям из Кыргызстана. В Нарынской области, которая граничит с Китаем, сегодня прошел масштабный митинг. Его участники требуют отменить передачу земли китайским инвесторам. Дело в том, что власти планировали сдать в аренду 200 гектаров земли для строительства большого логистического центра. В правительстве обещали, что благодаря этому проекту около 1000 кыргызстанцев получат работу, а бюджет – серьезные отчисления. Однако местных жителей даже такие перспективы не прельщают. Джибек Бигалиева расскажет подробнее.
На митинг в Нарынской деревне приехали даже всадники из соседних сел. У здания местной администрации собрались несколько сотен человек. Именно в этом районе китайская компания должна была строить логистический центр, против которого выступают нарынчане. Большинство из них боятся китайской экспансии. Народ не отдаст свою землю. Будь проклята власть, которая не уважает свой народ. Если отдадим им наши земли, китайцы спокойно будут ездить в Атбаши на велосипедах. Не отдадим нашу землю. Если власти тайно возьмут деньги и передадут земли китайцам, мы готовы до последней капли крови сражаться, чтобы отстоять ее. Промышленный городок с гостиницами, оздоровительными и социальными объектами должны были возвести вдоль дороги, которая связывает Кыргызстан с Китаем. Под строительство логистического центра власти собирались отдать китайским инвесторам 200 гектаров земли на 49 лет. Когда в начале года в интернете всплыл один из документов, якобы подтверждающий сделку, местные жители возмутились. Однако позже премьер поспешил успокоить кыргызстанцев. Инвесторы уже начали работу по созданию инфраструктуры. Да, были некоторые проблемы по проведению разъяснительных работ, но я встретился с людьми, объяснил им все. Там есть заинтересованные люди, которые выступают против, но большинство людей, особенно молодежь, просят создать рабочие места. Ситуацию нагнетает 2-3 десятка людей в соцсетях. Сегодня участники митинга не раз вспоминали главу правительства. Жители Атбаши дали премьеру и его команде время до 1 марта. Они потребовали отменить передачу земли китайским инвесторам. В противном случае протестующие обещают перекрыть дорогу. Их действия в Кабмине пока никак не комментируют. Ни в Министерстве экономики, ни в Агентстве по защите и привлечению инвестиций не смогли рассказать о том, что дальше собирается делать в правительстве и будут ли инвесторы строить логистический центр. Чебек Бегалиева, Самат Алжбаев. Настоящее время. Азия. Бишкек. Кыргызстан. Смотрите далее в нашей программе. Сим-карты в Таджикистане можно перерегистрировать на паспорт нового образца до середины февраля 2022 года. Почему власть пошла на попятную? Нет смысла брать новый паспорт. Только для того, чтобы поменять или перерегистрировать сим-карту. Мы продолжаем нашу программу. Очередная акция протеста прошла сегодня утром в столице Казахстана. Многодетные матери, ипотечники и дольщики, всего около полусотни человек, собрались у Дома правительства. Все они приехали из разных регионов страны. Протестующие требовали встречи с президентом страны Касым-Жомартом Токаевым либо с председателем Совета безопасности Нурсултаном Назарбаевым. Собравшиеся попытались пройти к резиденции главы государства, но путь им заблокировали сотрудники полиции. Вышедший к протестующим первый заместитель начальника столичного департамента полиции Бахытжан Малыбаев не позволил протестующим пройти к Аккорде в резиденции президента. Участники митинга намеревались подать письменное обращение. С каждым днем нас будет становиться все больше и больше. Многие люди уже нам звонят, которые не успели присоединиться, хотят присоединиться. Мы будем объединяться, мы будем собираться. И, естественно, масса будет увеличиваться. Если сегодня данные вопросы не будут решаться, завтра уже будет поздно. А вот общественники и правозащитники раскритиковали законопроект о мирных митингах в Казахстане. О своем недовольстве они рассказали на сегодняшней встрече в Алматы с участием министра информации Даурена Абаева. По их мнению, новый документ ужесточен по отношению к организаторам шествий и митингов. Когда этот законопроект обсуждался, большинство участников общественного совета настаивали на уведомительном характере проведения митингов. Чиновники это предложение приняли, но при этом оставили возможность утверждать и разрешать. Сейчас казахстанские правозащитники намерены обратиться не только к местным властям, но и в международные организации с требованием вернуть документ на доработку, потому как в нем теперь есть статьи, которые противоречат друг другу. И дальше огромное количество разного рода перлов, по-другому не назову. Ну, например, закон называется о порядке организации и проведения мирных собраний, а в 18 статье написано о массовых беспорядках, поджогах и погромах. Замечательно совершенно запрет журналистам и участникам носить оружие, быть в состоянии алкогольного опьянения и наркотических потребностей, как будто вообще раздавать алкоголь. То есть, журналисты очень опасная категория, видимо, вместе с участниками, организаторами. И больше там, конечно, перл на перле.
Срок перерегистрации сим-карт в Таджикистане продлен еще на 2 года. Для чего в стране внедряют новые правила и образцы документов на самом деле? И почему власти сейчас решили пойти на попятную, рассказывает Анушервон Арипов. Таджикистанцы вздохнули спокойно. Не перерегистрированные на паспорта нового образца сим-карты никто сегодня отключать не будет. По данным МВД, более половины жителей Таджикистана еще не получили паспорта нового образца. И если бы отсрочки не было, эти люди лишились бы связи. Причин, по которым жители страны не смогли заменить документы, несколько. Это и отсутствие времени. Не у каждого было несколько дней, чтобы выстоять очереди в паспортных столах. Да и дорого. Новый паспорт стоит около $10, а с учетом низких зарплат и высокого уровня безработицы заплатить за паспорт большинство людей не могут. Говорили, что отключат сим-карты, если не поменять паспорт. Но мне все говорили, что в паспортном столе огромные очереди. За год многие мои знакомые не успели поменять паспорта. Я сам паспорт в течение недели или 10 дней получил. И при регистрации сделал в течение 10 минут. Я не успел, беготни много было. Я рад, что на 2 года продлили. У нас все сим-карты были оформлены на паспорт сына. Это хорошо, что дали время. Я думаю, что люди обрадовались. Старые паспорта остаются действительными, и многие граждане не стали получать пластиковые ID. Новый документ в обязательном порядке требовали только при перерегистрации сим-карт. В остальном сгодится и простой бумажный документ. Но, по словам блогера Рустама Гулова, люди не против получить удобную пластиковую карточку, при условии, если власти возьмут на себя все расходы. Нет смысла брать новый паспорт. Только для того, чтобы поменять или перерегистрировать сим-карту, для этого тоже нет никакой необходимости. Тем более, что перерегистрация сим-карт проходила в несколько раз в Таджикистане. По словам юриста Шокриджона Хакимова, все эти замены образцов паспорта, регулярные инициативы МВД по введению новых автомобильных госномеров, водительских удостоверений, новые образцы прочих справок и документов нужны только для того, чтобы закрыть дыры в бюджете страны. Реальный сектор экономики не развит, и получить деньги больше неоткуда. К тому же деньги получает не только госбюджет, но и те, кто притворяют нововведения в жизнь. Тот хозяйствующий субъект, который занимается изготовлением паспорта, опять-таки, к сожалению, имеет отношение к известным кругам, и покровители на достаточно высоком уровне их защитили и лоббировали их интересы. Поэтому теперь решили опять пролонгировать на 2 года, когда как с самого начала реализации этой идеи они могли установить срок прагматичный, с тем, чтобы не создавать ажиотаж. По словам эксперта, сроки продлены, так как в противном случае компании потеряли бы больше половины абонентов, а это невыгодно ни им, ни налоговым органам. К концу нового срока, по его прогнозам, не пройдут перерегистрацию исключительно неактивные абоненты, и их можно будет спокойно отключать без потерь. Напомним, по истечении срока, указанного в новом решении правительства Республики Таджикистан, то есть 15 февраля 2022 года, будет приостановлено обслуживание сим-карт, которые не были перерегистрированы на ID-паспорта. В Таджикистане это второе переоформление сим-карт за последние 2 года. В 2018-м власти обязали всех абонентов мобильной связи до 1 октября переоформить на свое имя не более 2 сим-карт всех операторов. Анушервон Арипов, Насим Исамов. Настоящее время Азия. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Смотрите нас в социальных сетях, в эфире своих национальных телеканалов и в прямом эфире круглосуточного телеканала «Настоящее время» в Ютубе. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Я желаю вам всего доброго. До встречи в эфире. Фотография нужна для того, чтобы привлечь внимание, чтобы помочь этим ребятам, чтобы рассказать о том, что мы делаем. Вообще история России – это больше войн, чем мира. И если даже мы находимся в состоянии мира, то мы готовимся к войне. Моя новая работа находится на Крайнем Севере. Это очень изолированное пространство. Для них другой мир кажется, наверное, другой планетой. Ангел прилетел. Тебя тоже Бог послал с небес.
Deckmantel einer Parteiendemokratie im Wahlkampf. Погиб 23 апреля 1945 года.